Куда ушли деньги? В редакцию нашего телеканала обратились жители Стерлитамака, считающие себя пострадавшими от действий организации СТР «Партнер» и Башкапитал Инвест. Люди утверждают, вносили деньги для постройки домов и неожиданно для себя стали пайщиками. В итоге у кого-то дом остался недостроенным, а кто-то задолжал крупную сумму денег. Подробности далее. Без дома осталась, без жилья, с 2 детьми на улице, и еще 2 миллиона этому человеку должна. Внутри лишь голые стены и строительный мусор. Второго этажа и вовсе нет. Алина Семенова давно мечтала о собственном доме, где будет жить вместе с детьми. Но назвать эту постройку своим домом она не может. Женщина говорит, что ради мечты продала однокомнатную квартиру, в которую вложила мат-капитал. В марте 2017-го обратилась в потребительское общество Башкапитал Инвест, чтобы построить дом. Стала пайщиком, подписала договоры пай накопления и займа и внесла крупную сумму. 1 900 000 я денег внесла, дом построили на 900 тысяч, остальные деньги вот я не знаю где. Сваи за 1 день поставили, это было май месяц, дом, вот эту коробку поставили за неделю. И все, больше стройки не было у нас. И окна поставили там тоже день. Этот дом в 150 квадратных метров построен из СИП-панелей. С двух сторон материала ОСП-плита, а посередине пенопласт. Теперь женщина с детьми вынуждена скитаться по съемным квартирам. Алина говорит, пыталась судиться, но это не принесло результата. К тому же теперь она не может распоряжаться и землей, на которой стоит дом. Каким-то образом он ставит на них обременение, что мы эти земли и дома продать не можем. Артур Гец, получается, подал на меня же иск, то, что я ему якобы еще должна 2 миллиона. Каким образом он это сделал, я никак понять не могу. Там вода на стыках побежала. Даже следы видно. Это все разобрали и сделал. Намотал там. А в этой новостройке множество недоделок. Неполадки с отоплением пришлось устранять самим. Семья Мыльниковых переехала в Стерлитамак с севера. Обратилась в потребительское общество СТР «Партнер». Говорят, внесли 3 миллиона рублей, и им было обещано жилье с получистовой отделкой. Но в итоге лишь серые стены, нет даже лестницы на 2-й этаж. Как расходовались средства, Мыльниковы не знают. Нам сказали, нужно сразу 100%, на бумажке не обращайте внимания. То, что мы пайщики, нам этого не объясняли. Сначала у него была версия, что он отдал нам все деньги. Потом у него была версия, что мы ему отдавали потихоньку эти деньги. Он нам строил. Потом он вообще говорил, что он нам из-за того, что он добрый такой человек, построил дом. В СТР «Партнер» и Башкапитал Инвест по документам председателем являлся Артур Гец, с которым, как говорят сами люди, и вели дела. Теперь он руководит новой компанией. Сюда мы и пришли вместе с теми, кто считает себя потерпевшим. Только они подделаны, вы посмотрите, вот реально, посмотрите документы. Там ее подпись, платить не хочет. Вот мы сейчас что? Да, мы сейчас поедем, его дом позамотать. Почему вы все? Кого кинули? В офисе царят жаркие споры. Пайщики пришли с вопросом, когда же будут готовы их дома. Однако Артур Гец утверждает, что договоры не нарушены. Кроме того, по его словам, среди пришедших есть те, кто сам не исполняет обязательства перед СТР «Партнер» и Башкапитал Инвест. Может быть, кого-то обижу, может быть, на халяву там, или еще что-то, или не выплатят, но все равно мне купят, потому что я припугну судом, там еще что-то. Организация строила. Есть деньги, мы строим. Нет денег, мы не строим. Также Артур говорит, что изначально компания помогала пайщикам в покупке и приобретении земель, домов и квартир. На сегодняшний день эту деятельность не ведет. Эксперты говорят, что прежде чем внести деньги, нужно внимательно изучить информацию о фирме. Тем более, что кредитно-потребительские кооперативы не кредитно-финансовые организации, которые находятся на учете в Центробанке России. К тому же общество, о котором идет речь, в 2015 году уже подавало документы на ликвидацию. В 2015 году эта организация уже подавала документы на ликвидацию. Значит, были какие-то проблемы. И те, кто ей доверились, они были просто вынуждены пойти на уступки, чтобы фирму не обанкротить до конца. И те, кто ей доверились, они были просто вынуждены пойти на уступки, чтобы фирму не обанкротить до конца. И это не случайно. Бывает так, что как раз руководители кооперативов, пользуясь нажимом на членов кооператива, принуждают их выплачивать взносы. Сейчас пайщики собираются обращаться в правоохранительные органы. И, как говорят, единственное, что им нужно – вернуть деньги, за которые они так и не получили свою долгожданную жилплощадь. Эмиль Басареев, Римзат Билалов, Константин Романов. Новости. Стерлитамак и Стерлитамакский район.